Руслан Курейшевич, спасибо вам, что принимаете участие в нашем интервью. Чуть ли не каждый день к нам приходят хорошие новости о достижениях наших спортсменов. Это чаще всего это первые места в различных всероссийских, межрегиональных турнирах. Какие достижения наших ребят вы можете отметить сегодня? В этом году у нас очень плодотворный год, можно сказать. Именно в международном арене у нас по борьбе около 5 чемпионов мира разных возрастов. Также у нас дзюдо, бокс, ММА. Ну, если полностью всех взять, около 10-15 человек, спортсменов, которые именно на международном уровне выступили, можно сказать, отлично. И мы над этим ни в коем случае не будем останавливаться, будем больше внимания, больше вкладывать для наших спортсменов. Я думаю, наши результаты еще не за горами. Руслан Курейшевич, недавно пришли тоже хорошие новости от нашей хоккейной команды РЗ. Они стали фаворитами тоже турнира, выиграли кубок. Это очень приятно, потому как несколько лет нашей хоккейной команде у ребят уже есть такое хорошее достижение. Какая поддержка им оказывается? Мы всячески даем им выездные мероприятия, оплачиваем Министерство спорта, все, что им нужно, стараемся их, как говорится, не оставлять в стороне. И мы, как видим, результат хороший, значит, мы на правильном пути пока. Будем дальше идти, именно развитие хоккея тоже в республике будем развивать. Ну, боевые виды спорта, они привычные для нашего народа. Да, можно сказать, да, действительно национальные. А вот какие-то еще есть новые виды спорта, не такие привычные, например, как хоккей, есть еще и регби. Есть ли еще какие-то виды спорта, которые только начинают зарождаться здесь? Будем развивать, и регби будем развивать, и футбол. Футбол у нас пока идет, на втором лиге мы, но игровые виды тоже ни в коем случае нельзя их оставлять, чтобы наши дети должны в любом случае заняты спортом, чтобы они лишнее время на улице не теряли. Если они заняты, значит они на правильном пути. Учиться, тренироваться. И за это мы будем все виды развивать и помогать. Итак, что касается наших футболистов, для них тоже 24-й год, он был очень успешным, хорошие достижения были за их плечами, но в какой-то момент возникали некоторые проблемы у футбольной команды «Ангушт». Удалось ли их преодолеть? Ну, вопросы были, есть, но мы эти вопросы решаем. Глава республики Мамонт Алим Максимович держит контроль, и наш куратор Юлой Магомед Мусаевич тоже держит контроль, но все проблемы решаемые, но мы решаем их. Мы с вами отметили, что именно боевые виды искусств в Ингушетии наиболее развиты. А вот если конкретно говорить о каком-то направлении, что наиболее развито и интересно спортсменам? У нас на сегодняшний день именно спортивная борьба хорошими темпами. У нас есть уже в этом году уже 4 чемпиона мира по разным возрастам. Также дзюдо тоже не отстает, бокс. Но борьба пока идет, это, я всегда говорю, национальный вид спорта наш, именно греко-римская, вольная борьба. Вольная борьба тоже очень хорошими темпами чемпионом мира стал до 24 лет. Ханиев наш парень молодой. И я думаю, именно и дзюдо, и бокс, все направления у нас именно боевые. ММА хорошими темпами. И буквально вот 2-3 дня назад 3 чемпиона мира в один день по ММА у нас стало. Также по карате в этот же день 2 чемпиона мира. Командные мира, общекомандные нашей республики Ингушетия завоевал первое место в мире. Там 2 чемпиона мира было в Дагестане, но у нас 3 чемпиона мира. И командное место Ингушетия. Я говорю, именно вот эти виды спорта для нас это очень большой стимул для нашей молодежи. И мы будем поддерживать всячески вот эти наши ребята. Вот интересна судьба тхэквондо в Ингушетии. Тхэквондо тоже хорошим темпом. Тоже они сейчас буквально на турнире выезжали в Тернаузе, мне скидывали там 2 первых. Тоже каждый вид спорта понемножку у нас развивается. Но у нас на приоритете на первом месте олимпийские виды спорта. Мы должны в первую очередь развивать олимпийские виды спорта. Но я говорю, ни в коем случае не олимпийские виды спорта. Мы не будем их оставлять в стороне. Мы будем также помогать, но олимпийские виды спорта это на сегодняшний день в мире стоят на первом месте позиция.
Согласитесь, что за достижениями наших ребят стоят их упорство, сила духа, да, но еще и, конечно, определенные умения и навыки наших тренеров. Конечно, у нас тренера есть нехватка тренеров, но по каждому виду спорта есть у нас тренер, кто хорошо ведет именно направление наших спортсменов. Мы привлекаем тренеров из Москвы для опыта, для наших именно спортсменов, тренеров. И тренера учатся, опыта набираются, и потом, кто приехал, уедет, и уже наши тренера, уже опытные, выезжают на сборы, опыт берут именно на соревнования, когда уезжают, и на сборы. Когда на месте сидишь, такого опыта нету. Когда они уезжают на мир, на Европу, и сборная команда России, они тренируются, там уже, когда приезжает тренер домой, он уже, у него новый, именно новый вид, уже он смотрит по-другому, новые приемы. И из-за этого наша молодежь растет. Из-за этого мы отправляем наших тренеров на сборы, привлекаем наших тренеров. И буквально мы недавно привлекли тренера по греко-римской борьбе с Москвой. Вроде хорошими темпами идет наша работа, и наши тренера именно учатся, и наши спортсмены идет большой рост. Хороший тренер обязательно в прошлом спортсмен с достижениями? Нет, или как? Он не может быть чемпионом мира, олимпийским чемпионом или чемпионом Европы, но через это должен пройти. Тренер должен на сборы пройти, он должен на соревнования, но он результат не показал. Вот такой тренер будет. Но с улицы прийти, тренером становиться, это просто не вариант. Из-за этого он прошел, на сборной команде России был, он выступал на соревнованиях, на международных соревнованиях. Вот с него может быть тренер. Он прошел, он знает, где мальчику надо сказать отдохнуть, где добавить, потому что он сам прошел через это. А когда с улицы пришел, он говорит, да, вот это, он не сможет понять, не сможет объяснить. Пульс, когда у него поднимается. Есть некоторые тренера, например, у него пульс 34-35 пульс. Такой пульс уже большой. Он должен проверить этот пульс, если большой, он должен отдохнуть. Из-за этого именно просто так с улицы тренера не становится, но в любом случае именно в этом он когда прошел, вот они могут быть тренерами. Вы отметили, что у нас не достает, да, тренеров в нашем регионе. Это потому что спортсмены не хотят продолжать свою карьеру, например, вот тренерами? Ну, есть, да, многие спортсмены, которые завязали борьбу, не хотят быть тренерами. Например, олимпийский чемпион, вот Манкиев Назир, мы вместе с ним тренировались, он стал олимпийским чемпионом. Но он не захотел быть тренером. А вот я, например, захотел быть тренером. Я хотел стать олимпийским чемпионом, но у меня не получилось. Но у меня цель, чтобы у меня был ученик олимпийским чемпионом. И я передаю свой опыт потихоньку. И со мной был вот Гелани Калиматов, мы вместе изначально, когда поднимали вот именно греко-римскую борьбу. Из не уже греко-римская борьба у нас упала, там тренер был у нас основатель греко-римской борьбы Белхрой Асхаб. Одно время он ушел, и греко-римская борьба у нас упала, не было ее. Вот именно с Гелани он меня привлек, если так взять, тренером. Я действующий спортсменом был, я приезжал домой, звонит в зале «Хавол, Хавол, Хавол», и ребята постоянно, и у меня пошло. Потом спорт оставил, и мы дальше пошли. С 2012 года я уже тренерской работой занимался, вот именно с Гелани. Вот до 2022 года у нас воспитанники каждый год на Европу, на мир по 2 человека из республики. Стабильно. Первое место, второе место. Первое стабильно у нас было. И греко-римская борьба на сегодняшний день хорошими темпами уже идет у нас. Мы это все видим. А вы не интересовались у Назира Манкиева, почему он не хочет продолжать вот в качестве тренера свою карьеру? Устал, я говорю. Устал. Но мы его в любом случае не оставляем. Он в зал. Мастер-классом привлекаете, да? Да, обязательно. Он на сегодняшний день мы с ребятами он тренируется. Он у нас вице-президент именно спортивной борьбы. Так свой вклад он в любом случае делает. Мы его просто так не оставим и не оставляем. Давайте поговорим о развитии спортивной инфраструктуры в нашем регионе. Сколько объектов строится и было введено в эксплуатацию? В этом году у нас был введен ФОК в городе Сунджи с плавательным бассейном. Это огромный хороший ФОК.
Есть два модульных полей умных. Есть еще в этом году у нас ФОК есть в Барсуках. Вот уже завершается тоже, завершился, можно сказать. И на следующие, вот 25-26 года у нас большой наплыв будет, именно 10 умных полей. Я в Москву уезжал, нам подтвердили, сейчас уже на утверждение я должен вылететь. 10 умных полей, и мы по всей республике, по всем районам будем составлять в каждом районе, чтобы был умный полис именно с воркаутом. Уже нам 10 полей, я думаю, это большую нагрузку и разгрузку сделают для наших спортсменов. И будет где футбол погонять, турники, бруси, волейбол, баскетбол, именно такие большие поля эти. И у нас есть модульный зал, еще на 6 ковров, и еще один модульный зал. 25-26 года, я думаю, хороший у нас инфраструктура будет вырастет, и для наших спортсменов будет большой стимул. Но это будет способствовать не только для развития спорт-инфраструктуры, не только для спортсменов, но и для населения, да, чтобы они поддерживали физическую активность. У нас цель на 2025 год это 55%, чтобы население в республике уже на 2025 году. И у нас вот так рост идет. 26-й 65, и до 100% мы должны именно довести этот процент. Чтобы масштабные планы у вас, конечно. Да, а физически активное у нас население, вот какую оценку вы можете дать, Руслан Курейшевич? Ну, у нас вот именно спортом должны заниматься с 3 до 79 лет. Мы акцент сейчас, где тренируются ребята, с 3 лет уже потихонечку и до 79 лет. Вот этот процент у нас сейчас, который на сегодняшний день 48,8% занимается. Ну, это значительно все равно. И следующий год уже 55% у нас. Я думаю, наши жители любят спорт. Бокки, барыш, дома, барыш, спорт интересуется. Из-за этого для нашего населения это большой будет плюс, что вот эти воркауты, вот умные поля, чтобы для нас было. И для этого мы выезжаем в Москву, чтобы они нам... И мы говорим, что у нас такой маленькой республике есть 5 олимпийских чемпионов, что наша республика это спортивная республика. Из-за этого они идут к нам навстречу, выдают полей, сейчас именно модульных залов. Я думаю, еще больше, я думаю, будем над этим работать. Ну хорошо, что вы находите понимание. Еще нам нужно отметить, что у нас происходило обновление, да, спортивного инвентаря в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». Да, мы олимпийские, вот именно которые школы, у нас 4 школы, там инвентарь подаем. И в этом наши спортсмены получают, и я думаю, для них это большой тоже плюс, и для них намного комфортнее уже тренироваться, и условия для этого мы создаем. Проходили у нас масштабные турниры, и планируется еще? Да, у нас в этом году тоже, я скажу, именно республиканские, вот именно турниры. Международные я уже сказал. У нас бокс вечера был, НФЛ был, ММА. И в этом году, сейчас в конце, у нас планируется 3 старта. Турнир по греко-римской борьбе, честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева будет. Тоже 21 декабря будет НФЛ по ММА. Но это НФЛ мы сделали сейчас в общем масштабном. Там у нас и борьба будет, и ММА будет. Мы проведем 2 встречи борцовские по вольной борьбе и по греко-римской борьбе. Там у нас приедет 5-кратный олимпийский чемпион Лопес. Это единственный спортсмен в мире, который завоевал 5 золотых медалей. И там будут очень хорошие, знаменитые гости и интересные бои будут. Там у нас будет бороться Юлой Мухаммад с кубинцем, чемпионом мира, бронзовый призер Олимпийских игр. Эта схватка будет очень хорошая. У нас Мухаммад 3-кратный победитель Европы, 2-кратный призер мира, бронзовый призер Олимпийских игр среди юношей. Призер среди молодежи, мастер спорта. Именно молодой депутат будет именно заслуженным мастером спорта. Интересный бой будет, я думаю. Ну, зрелищные события обещают. И 28-го, конец мы уже завершаем, будет тоже по вольной борьбе честь призера Олимпийских игр Калой Картоева.
турнир по вольной борьбе проведем. Я думаю, вот этот месяц у нас плодотворный, и год, можно сказать, плодотворный. Впереди еще зрелищные события, как вы отметили, будем их ожидать. Спасибо вам, что пришли и ответили на наши вопросы. Действительно, достижения наших спортсменов радуют, и надеемся, что в будущем их будет только больше. И я хочу отметить именно НФЛ. У нас президент НФЛ Гилань Калиматов, именно он борьбой, я, как говорил, со мной тренером был. Самое главное, он любит этот спорт. Самое главное, я говорю, это любить надо спорт. Кто это любит, у него уже есть куда дальше расти и смотреть, проводить такие грандиозные турниры. Это, я думаю, у нас хорошо получается, и мы будем все делать для этого. Опыт в этом у нас уже есть. Да. И в следующем году у нас будет первенство России до 24 лет по греко-римской борьбе. Отбор на Европу, на мир. И я думаю, это тоже у нас там выступят наши ребята хорошо. Планы вы строите большие, надеюсь, что они будут реализованы. Самое главное тренироваться, учиться. Нельзя ни в коем случае наркотики, сигареты, цигары выращать. Наша молодежь должна быть всегда занята спортом, учебой, и тогда у нас будет все хорошо. Адиком. Адиком.